Наргиза Каржаева 27 жашта. Карманыбыз ар бир кыз сыяктуу эле турмушка чыкканда бактылуу болом деген тилек менен жолдошу менен никелешкен. Кадимки жай турмуш, келечекке чогуу койгон тилектер. Бул тынчтыкка, бул бактылуу турмушка жолдошунун кызыл камчылыгы бүлүк салат. Биз бул ирет жолдошунун зомбулугунан жапа тарткан келиндин баянын сунуштайбыз. Душил подушкой. Когда я уже понимала, что сейчас он меня задушит или что, я просто боялась за свою жизнь, я замолкала и умоляла его, просила на коленях, чтобы он прекратил. Ребенок стоял и смотрел на это все, он даже не обращал внимания на нашего ребенка. Жаш келин күйөөсү тараптан коркутууга душар болуп жаткандыктан маселесин коомчулукка алып чыгууга аргасыз болгон. Анын маселесин алып баруучу Назира Айтбекова көтөрүп чыккан. Биз көчө Facebook баракчам аркылуу түз эфирге чыгып, жана Наргизанын зордук зомбулукка учурап атканын коомчулукка жайылтканбыз. Ага чейин Наргиза Гуля Алмамбетовага кайрылган, Гуля эже болсо мага кайрылып, Назира жардам бер, көмөктөш. Биз буга кайдыгер карабайлы деген сунушун айткан. Наргиза көзгөчө таанышып, түз эфирге, жамы журтка баарын ачыктаганбыз. Бүгүн Супер ТВга ачыктап атабыз. Наргиза, алга чоболу өзүңдү тааныштырып, жана жолдошуң менен кантип таанышып калдың эле, ушул тууралуу айтып берсең. Меня зовут Наргиза Каржаева. В 2019 году я познакомилась со своим, с парнем, по национальности он казах, и познакомились мы с ним на улице. Просто он подошел, познакомился, и мы поговорили немного, и после этого началось наше общение. Он очень красиво ухаживал, он был всегда очень внимательный, он всегда был заботливый. Я никогда не была в отношениях с другими людьми, поэтому я, видимо, посчитала, что так оно и нужно, так оно и правильно. И я поддалась чувствам с этим человеком, и мы продружились с ним около 2 лет. Никогда он не оказывал на меня никакого такого влияния плохого. Я всегда был очень заботлив, очень добр ко мне, у него хорошее было отношение. И в 2019 году мы с ним решили пожениться. С января 2019 года мы как поженились, мы начали жить вместе. Нике кылгансыңар, жоңана? Да. Потом через месяц, мы всего лишь месяц как пожили с ним, началом всему послужила драка моего супруга с другом моего брата. То есть они встретились какой-то один день. И да, они поругались и подрались. Дрался друг моего брата и мой муж. Мой брат просто разнимал их. Также после этого начался весь кошмар. То есть мы в качестве супруга и супруги прожили всего лишь месяц нормально. Далее начался кошмар. Начались скандалы. Естественно, я пыталась примирить 2 стороны. Я пыталась своего мужа попросить, образумить его немного. Разговаривала с братом тоже. Думала, у меня что-то получится. Потом, в то время я уже находилась в положении. Когда я находилась в положении, мой супруг начал на меня оказывать давление психологическое. То есть он мог меня посадить ночью и заставить с ним разговаривать. Он мог сидеть, всячески оскорблять, унижать меня, моих родных, моих родителей. После чего начались уже побои систематически. То есть в основном он меня бил всегда по голове, чтобы не оставалось никаких следов на теле. Я не знаю, когда женщина беременная, у нее, наверное, гормоны играют или что. Я просто хотела нормально родить ребенка.
хотела семью. Сама, ну как бы я не могу сейчас понять, почему я это все терпела. Вот. Он очень часто приходил домой в состоянии алкогольного опьянения. Он меня очень психологически на меня давил. То есть он мог сидеть, когда мы с ним разговаривали, он мне не давал подвинуться даже, ну как бы, если я чуть-чуть отодвинусь, он меня заставлял сидеть прям на определенном месте. Он мог плюнуть в лицо. Да, когда я там опускала глаза, он мог плюнуть мне в лицо. Еще был момент, когда я лечила свою спину. У меня позвоночник болит, и я лечила свою спину. Во время того, как я ходила к ортопеду, он делал мне вечером компресс. Я ложилась на живот, и на спину делали компресс. И когда он этот компресс мне делал, он меня мог ударить по спине много раз. Мне около 40, около 30 раз он меня мог ударить по спине. Я не могла кричать. Когда я начинала кричать, он меня душил подушкой. Когда я уже понимала, что сейчас он меня задушит или что, я просто боялась за свою жизнь, я замолкала и умоляла его, просила на коленях, чтобы он прекратил. Когда он меня душил, у него прям лицо менялось, он становился таким агрессивным, он ничего не слышал, он даже ребенок стоял и смотрел на это все, он даже не обращал внимания на нашего ребенка. Азыр болсо сенин айтымыңда азыр сен эле эмес, сени кайтаруу үчүн тууган уруңа асылып атканы, шантаж кылып атканы, ал акчалуу мырза экен, анан акчасынын баарын ошол тааныш тунуштарына чачып, журналисттерди, адвокаттарды жалдап, анан мындан дагы бир кооптуу нерселерди, жакындарыңардын өмүрүнө кооптуу нерселерди жасап атканын айтып атасың, Да. После того, вот, как я решила уйти, у нас еще произошел конфликт в марте. После этого конфликта я от него решила уйти. После этого и во время этого 2019 года тоже он не прекращал вообще травлю моих родственников. Таким образом он меня хотел, наверное, удержать. Но действительно так и получалось, что я боялась, что он что-то сделает там с моим, ну как бы будет мстить моим родственникам, моим родителям, моим родным. Бывало, что я из-за страха просто хотела, чтобы все прекратилось и жила с ним. Нанимает журналистов, он нанимает адвокатов, чтобы они ему продвигали все вот эти травли, чтобы записывать статьи, записывать в YouTube видео всякие, что мои родственники якобы ему что-то сделали. Вот. Сам он нигде не работает, с 2010 года нигде не работает. Акчаны каяктан алып атат? Но, насколько я знаю, он играет в казино подпольное. Вот. Видимо, от этого. Саясатта туугандары бар дедиң, э? Так. Можно я еще дополню насчет того, что как он деньги зарабатывает? Он может вот так подстроить какую-нибудь аварию или вообще подстроить какие-нибудь такие ситуации, из которых он сможет вымогать деньги. То есть он даже с моих родственников, чтобы оплатить свои какие-то нужды, он вымогал большие крупные суммы денег. То есть это были около 5-10 тысяч долларов. Он занимается вымогательством. То есть, мне кажется, не только мои родственники, не только я попалась на него. Раньше, скорее всего, он тоже так же делал. И вымогал, может быть, и действительно получал эти деньги. Таким образом зарабатывает человек. Каржаева бул боюнча укук коргоо органдарына кайрылганын, аны билген жолдошу келинге зомбулукту күчөткөнүн айтып кейди.
Да, я обратилась в милицию, я написала заявление 2 месяца назад, но мое дело приостанавливают, очень затягивают. И никакого продвижения нет уже 2 месяца. Экспертизадан өттүңбү? Көгалаңды эмне? Да, я прошла экспертизу, но мне выдали постановление о экспертизе только через 2 месяца. После того, как мои адвокаты уже мы попросили, ну, как бы отправили им ходатайство, только после этого, когда я пришла к следователю Октябрьского РОВД, я ей сказала, что меня избивал муж. Она сказала, покажи, есть у тебя на теле что-то. Я ей показала, она говорит, у тебя ничего нету. Типа, ну, ничего не выйдет у тебя на экспертизе, и не давала мне постановление. Мындай азыр эмне сен жаныңды койбой атабы, телефон чалып атабы, коркутуп атабы, артыңан ээрчип атабы? Да, он меня не оставляет в покое, он меня преследует. Я переживаю за свою жизнь, за жизнь своих родителей. У меня папа с сердцем, ему плохо, он пролежал в больнице, он сейчас уже не может встать, лежачий больной был, находится дома. Насчет мамы, он мне неоднократно говорил, что он подстроит несчастный случай и сделает так, чтобы моя мама попадет в аварию или там откажет у нее тормоза или еще что-то. Вот в таком ключе. Я переживаю за жизнь мамы тоже. Вот. Он меня подстерегал в городе, находил. И я очень испугалась в этот момент, когда он меня нашел. Я боялась, что он меня сейчас куда-то вывезет, куда-то, я не знаю, за город, начнет там меня избивать или вообще убьет. Вот в этот момент я не знаю, как мне удалось от него скрыться, уехать. Даже после того, как я уехала, он меня продолжил догонять на машине. Ал сенден эмне каалап атат? Кайра кел дейби, жашайлы дейби, эмне деп атат? Да, он не хотел, чтобы я уходила от него. Когда я сказала ему, после того, как он меня избивал, я ему сказала, что я не хочу с тобой жить. Он закрыл дома квартиру на ключ, ключи спрятал и меня не выпускал из дома. Отобрал телефон. Я не могла позвонить никому, чтобы позвать на помощь. Вот. И он меня эти дни не выпускал и также издевался, избивал. Избивал он меня неоднократно. Это было не один раз, он меня много раз избивал. Просто у меня хватило только сейчас, наверное, сил на все это, потому что я уже не могу терпеть. Вот. На протяжении 2 лет он вот этим всем занимался. Он издевался надо мной, избивал меня, уничтожал мою психику, несмотря на то, что у нас есть общий ребенок. Также на протяжении 2 лет он занимается травлей моих родных. Я еще хочу добавить, что он меня бил, чтобы мои родственники ему оплатили. Он таким образом шантажировал меня, чтобы я повлияла как-то на своих родственников, чтобы они оплатили ему все вот эти его затраты на журналистов, на адвокатов, на его свои какие-то расходы. Сени сабоо менен бирге сенин жакындарыңан акча алып, ушинтип турчу турбайбы? Да. Коркутуп? Поэтому я какое-то время жила с ним в страхе, чтобы он не начал мстить, не начал делать все то, что он делает сейчас вот на протяжении 2 лет. Азыр болсо мындай коомчулукка чыгарып, бул нерсеге көңүл бурдуруунун аракетиндесиң, э? Жамы журтка, журналисттерге баардыгына кайрылабыз. Муну баягы мындай көз жаздымда кайдыгерлик менен карабай, көчөкү Бурул менен Айзаданын тагдыры, өлүмү биз үчүн чоң сабак болушу керек. Жана өлүп калгандан кийин гана кап деп баягы бармагыбызды тиштеп өкүнүп калбай, азыркы тапта ушинтип аялдардын баягы укугун чогуу коргоп, жардам берип, көмөк
кылып калышыбыз керек деп эсептейм да. Мага негизи эле абдан көп ушундай кайрылуулар келип жатат. Анан бардык аялдар кимге кайрылабыз деп чалышат да. Биз билбей атабыз, кантип өзүбүздүн укугубузду коргойбуз деп айтышат. Атайын уюмдардын телефонун беребиз, андан деле майнап чыкпайт. Кимге эмне кыларыбызды билбейбиз. Анан ушинтип бир гана жолубуз массалык маалымат каражатынан үнүбүздү бийик чыгарып, аялдар мындай мен ушундай кооптуу абалдамын демейинче эч ким эч нерсе азыр көмөк болбой атат да. Милицияга дагы кайрылышат, жардам болбойт. Бир нече убакыттан кийин эле мындай көз жазында калып атат. Ошон үчүн азыр коомчулуктан Наргиза менен биз жардам сурап турган учурубуз. Мындай аялдар арыз муңун жазып келгенде милиция кызматкерлери кайдыгер карабай, бул үй бүлөлүк маселе, бүгүн эрде катын урушат, эртең табышат, эси кеткен болушат деп эле мындай көз жазында калып, анан далай нерсе калып калып атат да. Бүгүн Наргиза ооба коомчулукка чыгарып, өзүнүн укугун коргоого аракет кылып атат, өзүнүн өмүрүн сактап калганга аракет кылып атат. Бирок айыл жергесинде аялдар ошо ойдон жим бойдон калып, далай аялдардын үйүнөн сөөгү, өлүгү чыгып аткан учурлар көп болуп атат да тилекке каршы. Ошондой эле Наргиза, сиз дагы милиция кызматкерине кайрылганда ушундай мындай көз жазында кайдыгерлик мамилеси болгонун айтып атасыз да. Ошону дагы белгилеп кетсек. Когда я обратилась к своему дознавателю, которому я писала заявление о том, что почему она приостанавливает мое дело, они очень поверхностно отнеслись к работе, и у нас с ней произошла словесная перепалка, после которой она меня грозилась вывести с автоматчиками, вызвать автоматчиков и с автоматами меня вывести на улицу, чтобы они меня вывели. А вчера произошел такой инцидент, я снова пошла в Октябрьский РОВД, снова написала заявление, дополнение к заявлению, и рядом сидел сотрудник РОВД, и сидел, ел мороженое и издевался надо мной, обзывал меня, материл. Как обзывал? Ну, это было матершинное слово, я не знаю, можно говорить? Нет? Ну, это было матершинное слово, он мне сказал, ты кто такая, типа, обматерил меня. Эмнеге андай мамиле кылды сага? Он, пока я сидела на допросе у своего следователя, он сидел рядом и перебивал меня постоянно. Когда я разговаривала со следователем, отвечала на его вопросы, пыталась у него что-то спрашивать, у своего следователя, он не давал мне спрашивать, он спрашивал что-то свое, спрашивал, какого я года, спрашивал, откуда я родом, зачем мне нужно проходить экспертизу, для чего мне экспертиза нужна. Я хотела задать последний вопрос своему следователю. Я спросила у него, почему вы меня перебиваете? И он говорит, тебе какое дело, ты кто такая? Я говорю, как это кто такая, а вы кто такой? И он говорит, я опер. И слово за слово, и он меня обматерил. Я вышла в трясущемся состоянии. Вот у меня нет никакой защиты перед такими людьми, вот, перед такими мужчинами. Почему мы, женщины, должны постоянно страдать, я не знаю. Я ничего плохого этому человеку не сделала. Ошон үчүн аябай суранат элем милиция кызматкерлеринен. Алсыз тепки жеп, таяк жеп келген өзүнүн өмүрүн коргогону кайдыгерлик кылып кош көңүл мамиле кылбаса, алардын озыйпасы бул жарандарды коргоо, өзүнүн озыйпасын, милдетин аткарып берсе, жөн гана ушул тилекти айтат элек. Бул маселе боюнча биз Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнүн маалымат кызматы менен байланышып көргөнүбүздө төмөнкүдөй билдирүү берди. 2021 жылдын 21 апрель күнү милицияга МЖ аттуу жаранга карата чара көрүү суранычы менен КН аттуу жаран кайрылган. Анын айтымында үстүбүздөгү жылдын 20 мартында Көкчар Кичи районунда көп кабаттуу үйлөрдүн биринде жолдошу МЖ арыз берүүчүгө карата ооз эки айтышуу учурунда аны сабап денесине залал келтирген. Аталган факт жоруктардын жана кылмыштардын бирдиктүү реестрине
75 беренеси менен катталып, сотко чейинки өндүрүш иши башталган. 2021 жылдын 6 апрелинде денедеги жаракаттардын оордугун аныктоо боюнча соттук медициналык экспертиза дайындалган. Бирок КН соттук медициналык экспертизадан өтүүдөн жазуу түрүндө баш тарткан. Кийинчерээк үстүбүздөгү жылдын 24 майында эмчи аттуу жарандын аракетине баа берүү үчүн кайрадан соттук медициналык экспертиза дайындоону талап кылган. Мындан тышкары милиция кызматкерлерине КН аттуу жаранга күзөтүү ордери өткөрүлгөн. Учурда сотко чейинки өндүрүш иши боюнча изилдөө иштери уланууда. Супер ТВ бул окуя боюнча экинчи тараптын оюн угууга даяр.